Урматтуу Стоп Беспредел медиа тармагынын көрүүчүлөрү, биз 2 күн мурун бир видео жарыялаганбыз. Анда биз бизнесмен жекешкер Кыргызстанда 27 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Али Юкселдин жеке менчиктерин бул рейдерлик басып алуу болуп жатканы боюнча жарыялаганбыз. Азыркы учурда бул социал түйүндөрдө кызуу талкуу жаратууда, бирок негизги эле суроо бар. Бул окуя кандай болгон, эмне болгон, кимдер тарабынан бул рейдерлик басып алуу жүрүп жатканы боюнча кенен түшүндүрүп берүүнү өтүнүштү биздин көрүүчүлөр. Ошол себептен бүгүн биз ушу Али Юксел менен, ошондой эле биздин жактоочу байкебиз, адвокат байкебиз Канат байке менен окуяны кенен кесир силерге баяндап бергенге аракет кылабыз. Эми эле алгачкы суроо, Канат байке, к вам обращается. То есть предысторию. Как это было? С какого момента это началось все? До этого нормально работали, и эта проблема возникла, да? Предыстория такая. Значит, на протяжении многих лет я являюсь представителем Юкселя Али Байке. Юксель Али является гражданином Германии, является активным инвестором в Кыргызской республике. На протяжении 27 лет на этой базе предоставляет услуги по ремонту, сервисное обслуживание машин. То есть в предыдущем он был официальным дилером Mercedes-Benz в Кыргызстане. То есть многие люди уже за эти 27 лет этого человека знают, и на лицо знают, и методы его работы. То есть за все это время является добропорядочным, добросовестным налогоплательщиком и бизнесменом. Значит, история, с которой мы сегодня столкнулись, началась в 2020 году. В 2020 году, значит, у Али Байке были определенные свои финансовые трудности, в связи с чем он решил продать часть участка. На переговоры пришли малознакомые нам люди, но вот Али Байке их, видимо, до этого знал. По имени Алхас. Кто именно пришел? По имени Алхас и Асыл. С такими предложениями, что у нас есть инвесторы, те, которые могут купить ваш определенный участок, либо всю базу целиком. То есть здесь общая территория базы составляет почти 2 гектара. Это база, в которой в данное время мы находимся? Да, это база, в которой мы находимся в данный момент. Общая территория составляет около 2 гектар, а если точнее 1 гектар и 94 сотки. Но она поделена на 5 участков, то есть имеется 5 отдельных правоустанавливающих документов. Самый большой участок находится посередине, мерой 77 соток. Именно по этому участку сейчас весь сыр-бор идет. Мы вообще изначально думали всю базу продать или какую-то часть продать. Но вот эти ребята пришли, познакомили его, значит, со своими инвесторами. Инвестором представился некто Жармухамедов Сухраб, который является, в принципе, у нас в городе известным застройщиком. Он является хозяином и директором строительной компании Family Village. Ну, по городу, город у нас маленький, мы видим его объекты, то есть всегда так красиво, качественно. И как-то вот внушил нам доверие, и в принципе его работы всем известны. Строит неплохо, как бы. Вот. У него своя компания была, да? Да, у него своя компания, он в строительном бизнесе не в первый год, то есть репутация такая довольно-таки неплохая. В связи с чем проходили определенные переговоры, перешло на то, что он намеревался купить уже всю базу, не часть какую-то, а всю базу. Обусловились о цене, в цифрах, наверное, пока не буду говорить, да? Обусловились по цене за общую базу. Значит, заплатив определенную часть, а если точнее 1/10 часть, он пришел к нам с таким предложением, что вот, Али Байке, я вам уже 1/10 часть денежных средств принес, я от вас даже и расписки... От той суммы, которая... Да, от общей суммы, да. Я от вас даже и расписки не требую, но я в этом бизнесе не один, у нас есть компаньоны, инвесторы, ну, якобы они требуют, чтобы у него на руках, для того, чтобы они передали денежные средства, перечислили, им нужны гарантии, что да, мы тоже намерены завершить эту сделку, и мы как бы должны переоформить на Сухраба хотя бы вот эту часть земельного участка мерой 77 соток, которая
на Красной книге, принадлежит нам на праве частной собственности. Изначально я был против вот этого всего. Но Али Байке, под влиянием, нет, давить не давили. Давления как такого не было. Доверял. Но вот под влиянием доверия, под влиянием обмана он дал свое согласие. Переоформили на Жармухамедова Сухраба данный участок. Переоформление тоже происходило следующим образом. Изначально, почему мы хотели продать часть этой базы? Потому что у Али Байке были долговые обязательства перед РСК банком. И в этом РСК банке в залоге находилась эта земля. Значит, у нас были трехсторонние переговоры, то есть с банком, с Жармухамедовым и Али Байке, где обусловились, что банк предоставляет его долг перекладывать на Жармухамедова. Жармухамедов обязался выплачивать эти денежные средства. Кредит оформили на 3 или на 5 лет? 5. На 5 лет. Именно из-за того, что он оформил на себя кредит, с его стороны было, со стороны Али Байке была убежденность в том, что в течение 5 лет мы эту сделку в любом случае завершим, и он этот участок отчудить не сможет, поскольку он находится в залоге у банка, и с полной уверенностью проводили дальнейшие переговоры. Значит, на одном из переговоров, значит, в конце февраля 2021 года, то есть январь-февраль 2021 году мы ведем переговоры, и нам случайно стало известно о том, что еще в декабре 2020 года Жармухамедов продал этот участок некой Рахымбаевой. Как он это смог сделать? Он это смог сделать следующим образом. То, что я до этого говорил, о том, что банк выдал кредит, и мы надеялись, что это гарант того, что участок не будет отчужден. Но получив у банка кредит, Жармухамедов спустя 2 месяца погашает полную сумму займа, переоформляет на себя участок. При этом мы об этом не знаем. Даже после переоформления в течение 3 месяцев мы с ним ведем переговоры, он нам об этом не говорит. То есть в какой-то момент переговоры тоже были и в добром направлении, и немножко бывало и в агрессивном направлении. В какой-то момент мы даже хотели уже и передумать. Мол, давайте уже вернемся в первоначальное положение. И вот уже когда мы хотели вернуть в первоначальное положение, мы узнаем о том, что Жармухамедов уже продал данный участок. Выкупил и продал уже, да? Да. Получается, он у банка выкупил и сразу переоформил, составили договор купли-продажи, конечно, но он переоформил на своего подставного человека Рахымбаеву Динару. Спустя месяц они заново проходят перерегистрацию, якобы продали строительной компании Берекет Билдинг. Вот. Представители Берекет Билдинга, мы знаем, у них с Жармухамедом тоже свои взаиморасчеты. Вот. Можно сказать, что они в одном лице. Кстати, немаловажный момент. Берекет Билдинг в 2021 году, если не ошибаюсь, в конце марта, в начале апреля, таким же рейдерским методом перекрыл нам дорогу. Были разного рода, не то чтобы угрозы, ультиматумы. Перекрыли нам дорогу, ограничили въезд. Не только мы, даже наши арендаторы, никто не мог попасть на эту базу. И после того, как мы начали обращаться в правоохранительные органы, Берекет Билдинг, спустя недели 2 они нас здесь терроризировали, недели через 2 молча собрались и ушли. То есть опять ворота открыли, и мы дальше функционируем здесь. Тогда же вы знали, что они перепродали, да? Были в курсе? Да, мы уже были в курсе. Значит, с марта 2021 года уже есть заявление в Свердловском районе, в Свердловском РОВД, зарегистрированные по факту мошенничества. По старому кодексу это была 204 статья, часть 3. Мошенничество в особо крупном размере. Значит, дальнейшее как получилось? В дальнейшем Имарат
они являются нашими ближайшими соседями, мы прям граничим. Строй. Да, Имарат Строй. Строительная компания. Да, строительная компания, мы сейчас будем в дальнейшем говорить, есть Имарат Прогресс и Имарат Строй. Две компании, это два брата. Вот мы сейчас, чтобы не путались, да. Они знали об этих всех проблемах. Имарат Строй знал. Имарат Прогресс. Прогресс. Да, Имарат Прогресс обо всем знал. Подтверждением тому является вот эта вот выписка из госрегистра, где пока еще на тот момент, эта выписка у нас 26 июля 2021 года, тогда еще были собственник Берекет Билдинг, они составляют предварительный договор с ОСО Имарат Прогресс. То есть на тот момент стоял арест. В рамках досудебного производства следственным судьей был наложен арест на данное имущество во избежание отчуждений. Они знали об этом аресте Имарат Прогресс, заключили предварительный договор. Ну, предварительные договора у нас в госрегистре регистрируются даже с наличием ареста, как бы оно законом не запрещено. То есть это подтверждение того, что они знали о существующих проблемах. В последующем Жармухамедов, ну, не скажу, что вступил в сговор, но правдами, неправдами добился того, что досудебное производство в его отношении было прекращено. Который вы писали с Свердловской РОВД. Да, который мы писали с Свердловского РОВД. Следователь Свердловского РОВД около 3 месяцев тщательно рассматривал это дело. Он видел состав преступления, провел определенные следственные действия. Но по ходатайству Жармухамедова данное дело, его ходатайство заключалось в том, чтобы это дело рассматривала следственная служба ГУВД города Бишкек. 22 июня 2021 года уголовное дело поступает в производство ГУВД города Бишкек, а на следующий день, буквально прям 23 июня 2021 года, следователь ГУВД Камалов выносит постановление о прекращении данного судебного производства. За день. За один день. Там дело 3 тома. Его не то чтобы изучить и вникнуть, его прочитать за день, ну, не каждый человек сможет его просто прочитать. Мы уже молчим о том, чтобы вникать в это дело. Значит, за один день прекращает, снимает все аресты. Это уже говорит о чем? Это заинтересованность следственного органа в том, чтобы в скорейшем времени снять арест. Как только мы об этом узнали, в 10-дневный срок мы обжаловали данное постановление в прокуратуру. Прокуратурой Свердловского района данное постановление о прекращении было отменено в полном объеме. Но опять же, оно было отменено, и дело в связи с нашим недоверием, расследование было передано в ГКНБ, в следственную службу ГКНБ. Однако ГКНБ опять отправляет в ГУВД города Бишкек, так как заявление поступало в ГУВД Бишкек, последственность и так далее, и опять передает в ГУВД Бишкек. В последующем ГУВД Бишкек 3 раза отменяет прекращает данное уголовное дело. Все эти 3 раза прокуратурой отменяются эти постановления, и пишут прокурор в соответствии с 35 статьей Уголовного кодекса, дает письменное указание, какие следственные действия следователь обязан произвести, какие были пробелы в следствии. Однако, невзирая на это, не проводя ни одного следственного действия, опять же ГУВД города Бишкек прекращают. И вот в 3-й раз, как они прекратили, опять же, тот же следователь Хамалов прекращает досудебное производство. На следующий день Берекет Билдинг и Имарат Прогресс, значит, бегут в госрегистр. Вот оно постановление. Здесь следователь Хамалов прекращает дело и снимает арест. Мол, перерегистрируйте на Имарат Прогресс. После первого прекращения? После третьего. После третьего, да. После 3-го раза так вот перешло право, вот откуда стал собственником Имарат Прогресс. Здесь также особо стоит отметить, что согласно нормам УПК, следователь имеет право снимать арест, тот, который он наложил сам. Данный арест был наложен следственным судьей Свердловского района. То есть следователь не полномочен снимать арест судьи. Это да, только судья. По ходатайству следователя судья может отменить свое обременение. Значит, таким образом право переходит ОСО Имарат Прогресс. Берекет
Берекет якобы продали Имарат Прогрессу. Да. Береке Билдинг, да, якобы продали Имарат Прогрессу. Имарат Прогрессу они продали, опять же, не по договору купли-продажи, а вот согласно выписке из Госрегистра, договор передачи на возмездной основе. То есть у них были свои взаиморасчеты, что в последующем, когда то есть ты построишь, дашь определенный квадрат, то есть она по сути безденежная, но безденежность, мы сейчас об этом говорить нам пока рано, но я к тому, что не было договора купли-продажи, был договор на возмездной основе. Значит, переходит Имарат Прогрессу, мы это постановление о прекращении обжалуем, пишем жалобу в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура берет на свой личный контроль, и прокуратура города Бишкек данное постановление о прекращении отменяется. Значит, вот постановление, это у нас прекращение. Сейчас, чтобы не быть голословным, я бы вот хотел бы, но я попозже сейчас найду в бумагах. Прокуратура города Бишкек отменяет постановление следователя в полном объеме, то есть снятый им арест в том числе. Да, то, что он не имел права снимать, вот, и он был, данное постановление было вот так и написано прямым черным по белому, что в полном объеме отменяется его постановление. Но поскольку уже право перешло, мы обращались в Госрегистр. В Госрегистр мы обратились с письменным заявлением для отмены данной регистрации, поскольку она незаконная. То постановление о прекращении, которое им предъявили стороны, оно обжаловано и отменено. Однако Госрегистр нам немножко странный дал ответ, конечно. Не да сказали и нет не сказали. Какой? В своем письме они отразили хронологию, что да, согласно постановлению было так-то, 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 что там вот 21 июня поступило такое-то постановление, 23 оно было отменено, то есть хронологию написали, однако суть, что мы просили по отмене этой регистрации, они не раскрыли и никак не ответили. В дальнейшем, после того, как теперь вот самое интересное, да, вот, в чем заключается вот само вот это вот рейдерство, сам бандитизм вот этого, да, вот это. Сам беспредел, можно сказать. Сам весь беспредел заключается в чем? После Нового года, какого числа было, Алибайки, подскажите? После Нового года 30 или 31? Имарат Прогресс. Это 22-го года, да? Это уже 22-го года, да. Имарат Прогресс приходит на нашу территорию, без нашего ведома, заезжает по нашей земле, даже не по территории 077, по нашей территории на грузовых машинах заезжает и блокирует все входы-выходы на эту базу. Более того, по периметру установили колючую проволоку, то есть чтобы мы не смогли перелезть, там, я не знаю. Хотя здесь у нас столько имущества, у нас столько, не только офисное оборудование, у нас есть дорогостоящее оборудование, которое находится в боксах, лакокрасочное, сушильные камеры. Там один подъемник только на 500 000, да, а здесь у нас в каждом боксе стоят такие подъемники. Значит, пока по их самоуправству мы писали заявление в РОВД, написали заявление в РОВД, возвращаемся, они, значит, у нас ворота были под замком, въездные. Вот вы сейчас заезжали, видели большие ворота? Оно все было под замком. Мы поставили замок. Это наши замки, и ворота тоже наши, то есть все это наше. Спилили замок. Значит, я не с того начал. Имарат Прогресс привлекли для охраны и для того, чтобы сдерживать, видимо, нас и запрещать нам входить в нашу территорию, заключили договор с ГГСУ МВД, да, это то есть милиционеры охраняют. Подразделение, да, милицейское. Они охраняют. И с их участием, с участием милиции, при них спилили замок ворот, открыли ворота. Возле ворот, может, вы видели, есть маленькая такая будка для охранника. У нас там на постоянной основе сидел охранник, у него там личные вещи. Данная будка тоже была под замком. Спилили этот замок и незаконно проникли
в наше строение. Это можно судить и как хранилище, жилище. В законодательстве есть такой термин, как иное хранилище. Значит, незаконно путем взлома проникли, и все это происходит на глазах у милиции. Милиция бездействует, в отношении нас проявляет агрессию, то есть не впускает. В какой-то момент я уехал по своим делам, Али Байкен мне звонит, весь на эмоциях, я возвращаюсь, у них здесь уже чуть ли не драка, потому что он пытается попасть на свою территорию, сотрудники милиции его не пропускают. Вот. Вот таким вот образом это вот все начиналось. Алибей, можете рассказать вот эту ситуацию, как было? Как вот этот беспредел можно описать? Ну, как адвокат сказал, так и есть, так и было. На вашу имущество не пускали, да? Не пускали, не мог заходить. У меня здесь 68 человек работали, у меня там подъемники, 5-6 штук, боксы, у меня там дорогостоящие оборудованные инструменты. Сейчас они сегодня аренда дали этих боксов. Я не могу попасть к своим подъемникам, своим инструментам. Как они в аренду дали? Тогда аренда дали. Имарат? Да. Прогресс дает в аренду ваши боксы? На мои боксы, все, они все арендаторы себе забрали. Здесь можно я чуть подправлю? Получается как? Юридически собственниками на сегодняшний день пока является Имарат Прогресс. То есть им же право, да? Да, перешло, да? Право перешло. Другой вопрос, что незаконно, но им право перешло. Они прекрасно знают о том, что имеется досудебное производство, мы им в письменном виде к ним обращались, но несмотря на это, как они закрыли проезд, наши арендаторы, с которыми у нас до сих пор заключены договора, они не расторгнуты, они были вынуждены пойти на поклон к ним, и в такой, знаете, именно вот в наших традициях, в байманавской форме это было сделано. Они сидят в соседнем у себя здании, такой блатной офис, и наши арендаторы идут к ним на поклон. Откройте нам, пожалуйста, мой бокс. Вот маляры, да, наши, говорят, откройте мой бокс. У меня там 3 машины в сушильной камере. Если они сгорят, қантип төлеймін деп. Вот, айла жолынан барып, они говорят, хочешь попасть? Подписывай договор, деньги на бочку и, пожалуйста. И они вынуждены были, все арендаторы вынуждены были подписать с ними договор, чтобы попасть на эту территорию хотя бы в целях сохранения. На самом деле арендаторам нет разницы, кому платить, это не их война, да? Надо это понимать. И для сохранения своих рабочих мест, своего имущества они были вынуждены. Вот. Ну, с одной стороны, да, де юре они собственниками являются, но когда есть тяжбы, есть досудебное производство, есть... Значит, мы подготовили, уже инициировали иск о признании данной сделки недействительной, об отмене регистрации этой. Вот. Но до разрешения в законном правовом порядке они не должны были так поступать. Мы их призывали, мы письменно им писали и в устной форме. Давайте вернемся в правовое поле. По новому законодательству уголовное дело расследуется всего лишь 2 месяца. 2 месяца потерпите. Давайте, если суд, следствие скажут, Али, ты не прав, правый Имарат, ну, ваш ельста, мы готовы, мы законопослушные граждане, и если суд поставит точку, что мы не правы, мы сами высвободим. Все, что нам причитается, мы заберем, конечно, но территорию высвободим. Но до разрешения вот этого всего они должны были подождать. Также мы им писали, что согласно законодательству, также они имеют право обратиться в суд о выселении. Вот. Даже, знаете, как, я такой маленький пример приведу. Если у вас есть своя квартира, которая вам принадлежит на праве частной собственности, вы туда впустили квартирантов. Так? В какой-то момент вы решили их оттуда попросить освободить. Да? Сами будете жить, или родственники, или другим сдаете, неважно. Если они отказываются оттуда выйти, вы не можете их вот так вот взять за шквар, вот так вытащить. Вот такой вот беспредел вы не можете делать, оно законом запрещено. Есть законный метод подать иск в суд о выселении их из занимаемой площади, из незаконно занимаемой площади. Именно этот момент мы им и сказали. Обращайтесь в суд, выселяйте нас. Если суд посчитает нас неправильными, мы выйдем.
Но на сегодняшний день, пока не закончится расследование уголовного дела, еще преждевременно говорить, кто прав, кто виноват. Давайте дождемся. Нет, они решили на свой лад, вот именно я в предыдущем видео говорил, то, что вот рейдерский захват и так далее, это вот какое-то проявление бандитизма. Вот, перекрыть дорогу, поставить охрану, колючая проволока. Вот, ну, я не знаю, колючая проволока, по-моему, у нас только в исправительных колониях обхватывает всю территорию, да, вот, опасных преступники, чтобы как-то не зашли. Огородили, значит, территорию. И еще один есть такой момент, что они вот этими своими действиями, то, что огородили, они закрыли не только 0,77, которые де юре им принадлежит. Кроме этого, здесь еще 2 участка, которые до сегодняшнего дня принадлежат нам на праве частной собственности, но мы туда не имеем доступа. А то, что дороги закрыли? Дороги закрыли, да. Нам физический проезд туда закрыт полностью. То есть они... Здесь тоже уже ваши тоже право нарушается, да? Конечно, конечно. Вообще это, они должны были даже хотя бы обеспечить нам сервитут, потому что это дорогу перекрывать к нашим объектам, это тоже незаконное перекрытие дороги. Однако силовые структуры наши в лице милиции этого всего видеть или не видят, или не хотят видеть, не знаю, не могу сказать. Вот с таким вот правовым беспределом мы столкнулись. На сегодняшний день Имарат Прогресс, значит, когда 4 февраля, по-моему, да, 4 февраля 2022 года, недавно, пока мы обращались в прокуратуру, в госрегистр, дабы вернуть тот арест, наложенный следственным судьей, пока мы его возвращали, мы и там столкнулись со множеством препятствий. Вот это вот наш бюрократизм, да, неизменный бюрократизм. Пока мы предпринимали все меры по возврату данного ареста, Имарат Прогресс фиктивно переоформили на Имарат Строй. Это брат. Да, это 2 родных брата. Ну, как вам сказать, лично мое мнение, это Имарат Прогресс-то аффилированное лицо, да? И во избежание того, чтобы в будущем эта сделка была признана недействительной, они фиктивно переоформили на Имарат Строй, то есть на своего старшего брата. В данное время владельцем является Имарат Строй. Да, да. Тут налицо фиктивность данной сделки и явная попытка замести следы. Да? То есть чем больше будет в кавычках добросовестных покупателей и так далее, тем для нас сложнее будет вернуть в первоначальное положение. Вот. Теперь вопрос. С Сухрабом они имеют какие-то отношения? У вас предположение есть на этот? С Сухрабом они имеют взаимоотношения прямые. Этому свидетельствует что? Да. Значит, буквально перед Новым годом к Алибею приходил Жар Мухамедов Сухраб. Да? Перед Новым годом это было? Перед Новым годом. После того, как он узнал, что все вот эти прекращения были отменены, что опять запахло жареным, он приходит к Алибею, предлагает ему, ну, Алибайке, давайте завершим вот эти сделки, но при этом предлагает активы это вот квадратные метры, строения, квартиры, принадлежащие Имарат Прогрессу. То есть он пришел на переговоры, предлагает те активы, которые ему не принадлежат, но вот, это имаратовские. То есть это тоже доказательство того, что у них взаимосвязь есть. Более того, после вот этого всего беспредела мы были вынуждены пойти к ним на переговоры с Имарат Прогрессом. Мы хотим это дело решить в мирном русле. Нам не нужно здесь кого-то сажать, кого-то там, не знаю. Мы хотим вот в правом поле. Для достижения этих целей мы пошли к ним на переговоры. На переговорах тоже немножко позиция у них была немножко, ну не то что враждебная, но такая не очень хорошая. И там тоже они выявили свое желание закончить данную сделку, предложили определенные активы свои, и 4-м пунктом пишут, что остальное требуйте у Сухраба.
То есть это все дает нам в совокупности, дает нам основание полагать, что они до сих пор в связке, они до сих пор взаимодействуют. И Имарат Прогресс, насколько мы знаем, Жармухамедова Сухрабу не заплатил ни тыина за вот это все. Жармухамедов Сухраб руками вот этого аффилированного лица хочет фактически завладеть этой землей, а потом уже дальше мы сами разберемся. Потом, вот в 2021 году, в апреле, когда Береке Билдинг аналогичным методом пытались, но они оказались более, как вам сказать, не то чтобы лояльные, более разумные, наверное. В какой-то момент они поняли, что они не правы и ушли. Но вот Имарат Прогресс, как мы видим, опирается на свое финансовое положение, на свое политическое положение. Как вы знаете, один из братьев является депутатом Горкенеша. Как его фамилия? Иманалиев Бахтияр. Иманалиев Бахтияр, да, Горкенеш Бишкек, города Бишкек, да, депутатом. Возможно, они опираются на свои такие политические какие-то связи. Ну, это все предположение, я как бы не говорю, что он это использует. Ну, возможно. Вот. Вот территория, которая прилегает, вот вы заезжали, когда справа-слева большая территория, она не освоена. Эта территория нам принадлежит на праве временного пользования. В мэрию города Бишкек мы ежегодно платим большую сумму денег. Уже на протяжении многих лет. Ну, оно у нас осваивается, сейчас потихоньку осваивается, но пока в целом как бы пустует. Не надо быть экстрасенсом или вангой, чтобы понять, что получив вот эти 0,77 соток красной, 0,77 соток участка, который принадлежит на праве частной собственности на Красной книге, прилегающую территорию они могут через 5 лет выделить себе. То есть даже вот будучи депутатом, тем более он именно, насколько я знаю, курирует эти земельные все вопросы, ему не нужно уже у нас просить разрешения и так далее. Он сейчас, захватив основную часть земли, выждет эти 5 лет, через 5 лет он получит весь пирог целиком. Вот. Но вот также стоит особо отметить, что я вот повторюсь, вся база состоит из 5 участков. Одну лишь часть, то есть вот эти 0,77, мы бы никогда бы не продавали. Нам не интересно продать одну часть только всей базы, а остальная база, понимаете, здесь все участки у нас все взаимосвязаны. Те даже строения, которые находятся, поскольку всегда был один собственник, что-то находится на 0,68 га, часть этого же здания находится на 0,77 га, то есть даже те сооружения, которые ну, неотделимы же они от земли, часть находится на одной земле, часть на другой, мы бы по отдельности никогда бы не продавали. Только из-за того, что Жармухамедов пришел, убедил Али Байке в том, что ему необходимо переоформить хотя бы один земельный участок для того, чтобы доказать своим инвесторам, что он действительно ведет переговоры, вот, намерения друг друга, чтобы подтвердить, якобы только для этого ему нужно переоформление, и именно из этого мы переоформили. А так, по отдельности участок сам по себе никакой ценности по отдельности не представляет. В совокупности как база, да, это крутой такой кусок пирога, а по отдельности это крошка. Вот такие вот там вся картинка, да? Теперь давайте обратимся к руководству страны, может, президенту нашему, руководству ГКМБ, МВД, Генеральной прокуратуры, а также общественность, чтобы обратил да, на это внимание. Можно, Али Байке, можете обращение делать какое-нибудь, чтобы остановили это беспредел? Ну, прошу остановить вот это беспредел и прошу, чтобы по букве закона все вопросы решились. Я чужой ничего не выбрал, не прошу, только я свои прошу. Для этого один следователь незаконно действия делает, мы страдаем, он нормально идет, работает, пока не видел, не чувствую даже, что до его адрес какая-то ответственность будет. Он будет мой ущерб с этого заплатить? Нет, конечно. Тогда если на оплате, тогда должен быть какой-то
на его адрес какая-то тоже законная, не знаю, как правильно закон юридически говорят. Меры законные. Меры законные применять. Да, вот так. Я хочу только свой, чужой не хочу. Чтобы закон работал, да? Закон работал. Теперь Хамтаке тоже, да? То есть обратитесь к общественному, чтобы обратили на это внимание. Обращаемся вот к общественности, вообще к руководству страны, к руководству силовых структур. С чем? С тем, что вот из-за таких вот действий следователя ГУВД Бишкек, из-за его, ну, я не буду говорить сейчас компетентность, некомпетентность, но вот из-за его действия повлекли вот эти вот нынешние, сегодняшние обстоятельства. Что мы просим? Мы просим, в связи с тем, что всему руководству МВД мы не доверяем, ГУВД уже свою позицию показали, они трижды отменяли. РОВД Свердловского района, это понятно, структурное подразделение ГУВД, они друг против друга никогда не пойдут. Это наше дело сейчас рассматривается, следователь старается, что-то изучает, но я прекрасно понимаю, что не сегодня, не завтра он также для прикрытия предыдущих постановлений, он, возможно, вынесет опять же постановление о прекращении. Хотя мы вот ходим, нас вызывают постоянно в прокуратуру, прокуроры видят состав, а следователи не хотят видеть. В связи с этим мы уже сегодня обратились в Генеральную прокуратуру для того, чтобы, поскольку дело уже приобрело такой резонансный характер, тут цифры очень большие, да, мошенничество в особо крупном размере, мы просили, чтобы прокуратура создала межведомственную следственную группу, куда будут входить следователи прокуратуры, следователи ГКНБ и следователи МВД, и чтобы они в совокупности дали свою юридическую оценку и правильно рассмотрели. На сегодняшний день следственная группа имеется, но оно в лице следователей одного РОВД. Мы понимаем то, что ничего хорошего мы там не увидим. На сегодняшний день получается так, что преступники гуляют на свободе, извлекли материальную выгоду, получили огромный земельный участок, гуляют на свободе, а мы вынуждены судиться, вынуждены с утра до вечера околачивать двери РОВД, прокуратуры. Вот сегодня вот мы уже обращаемся вот к четвертой ветви власти, да, вот к журналистам. Вот мы уже взываем о помощи, потому что в законное русло вернуться на сегодняшний день не то чтобы нереально, оно очень сложно. И вот мы бы хотели вернуться в законное русло и вот именно в правовом порядке это дело решить. Вот в связи с чем, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к руководству прокуратуры, непосредственно прокурору генеральному Курманкулу Улушевичу, чтобы мы просим вас забрать данное досудебное производство, материалы данного дела и поручить именно следователям прокуратуры, так как всему составу МВД мы не доверяем, в том числе ГУВД Бишкек, РОВД Свердловского района. Ну, свою позицию они уже показали. Чего нам от них ждать? Мы бы хотели либо, чтобы ГКНБ расследовал это дело, либо следственная служба прокуратуры. Вот в этом заключается наша просьба. Рахмат. Да, биз көрүүчүлөрүбүзгө айтып кетет элек, биз бул Али Юкселдин, ошондой эле анын жактоочуларынын бул окуя боюнча айтып бергендерин уктук. Эгер имарат прогресс, имарат стройдун да өзүн айта тургандары болсо, биз ачыкпыз. Келсин, өз чындыгын ачып берсин, же Али Бей менен жолугуп да сүйлөшүү болсо, баарын уюштурганга көрсөтүп чалдырып бергенге биз даярбыз. Ушул ишти дагы биз иликтейбиз, сиздердин көңүлүңүздөргө чалдырып турабыз, эмне кандай нукта жүрүп атат, ошонун баарын чалдырып бергенге аракет кылабыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.